Здравствуйте, друзья! Спешу сообщить, что наша Найда уехала в семью под Нижний Новгород. Большое спасибо всем, кто поддержал, кто откликнулся помочь оплатить дорогу. Дорога действительно оказалась сложной, долгой. Выехали в 9 утра и приехали только в 2 ночи. Снежные коллапсы, аварии, пробки. Даже пришлось водителю там заночевать, чтобы второй день снова быть в дороге. Это Владимирская область. Давай писай. Найду очень хорошо и тепло приняли. Ее ждали около 3 месяцев. Спасибо, что дождались, не передумали, не перекинулись на другую собаку. Это всегда важно. Найде будет там хорошо. Пока в доме, потом у нее есть и своя резиденция. Пока сугробы, не видно участка. Возможно, они когда-то растают, и ей будет где побегать, а не сидеть в вольере у нас. И мелкий. Ой, напилась, наелась. Молодец. Ай да Покушала умница. собаку, Ай да? да Собака умница. покушала. Ай да умница, она и покушала. Ром, она все съела, у нее никакого стресса нет. Все, сходила в туалет, никакого стресса. Так, сидеть, не прыгай здесь, сидеть. Всё. И команда знает, сидеть знает. Все, молодец. Дай лапу. Молодец, умница. Дай лапу. Лежать уже. Умница, она молодец, она все знает. Ну, командир не я, командир вот. Вот все, я твоя хозяйка буду. Ой, ты какая огромная собаня. Ты такая собанька большая. Я думала, ты маленько поменьше, а ты вон какая. Ласкуша, лапы огромные. Целый дом у тебя двухкомнатный будет. Представляешь? И будешь прятаться ты там. Мы тебе сделаем еще забор, который сломали, а мы назад его вернем, сделаем тебе. Ты будешь гулять, а потом будешь уходить, когда тебе будет жарко. Для чего ты думаешь, я тебя взяла? Чтобы мне было не страшно, чтобы ты была счастлива. Собанька моя хорошая, девочка моя, солнышко мое. Ты такая красавица. Я даже не думала, что ты такая красивая собанька. А что ты под меня подлезла, а? Хулиганка. Так что собачки будет, и там вот это, и морковь у меня. В этом году морковь бы не лежала, заливала нас полностью. Пришлось все перерабатывать, потому что все заливало. Картошка не уродилась в этом году, мы даже покупали. Так что вот так. Так, заготовки, все дела. Всё. Лучше бы меня пристроили вместо собаки. На ужин у нас вот пельмени домашние, Свои, деревенские. Все, огурцы свои, Грибы, помидоры свои, капустка своя, сало. все свое. Все свое домашнее. Замечательная семья, радушная Оксана с мужем. Уже обнимашки, все обсудили, обговорили. Заготовки на зиму, будет чем кормить, и будет еда у нее наконец-то натуральная. Пожелаем всем счастья, здоровья и долгих лет. Оксана, спасибо огромное, что откликнулись у нас взять, приютить собачку. Люди, откликайтесь, пожалуйста. Разбирайте у нас собак. Как тяжело содержать сотни собак. Но для одной-то найдется еще место. Возьмите второй, третьей собакой. Это все равно легче, чем их иметь 100 и 200. Ой, большие какие красивые. Вот она, смотрите, какая прелесть. Ну, они сейчас мокрые все. Ну, понятно. А вот этот он у меня собачек. Вот очень красивый такой. Твою мать, тут все в кошках. Это кошка какой-то... вообще красота у нас. Ой, там котята. Мама родная. Буржуй. Друзья,
Друзья, с ноября хотела все рассказать еще об одной статье расходов у нас. И то руки не доходили, то проблем было выше крыши по возрастающей. Но хотела поведать вам историю. Спасать единично, точечно, штучно я никогда не могла. Если забирала с ППЖ, то по многу, а если с улицы, то всю дружную компанию, что из Якутска ранее, что из Ессентуков летом. Вот и передержка наша, где живут более 100 собак, в ноябре перед морозами, недалеко от самой передержки, в конце дачного сезона на бывшем коровнике не смогла пройти мимо и не осталась безучастной к жизни вот этих маленьких котят с мамками. Тоже нас спасала, хотя она не кошатница ни разу. Сотни собак ей хватает с лихвой, но не смогла пройти мимо. И что делает наша передержка? Она едет туда с переносками и собирает этих несчастных, уже простуженных, мокрых бедолаг. У кого-то глаза уже в инфекции и только под удаление. Одним словом, всех лечить, где-то размещать, изолировать. А у нее везде собаки. И вот было принято решение отдать им бытовку, но ее надо было обустроить, утеплить, повесить обогреватели. И началось. Словами не описать. Когда спасают одну кошечку, и о ней рассказывают, как тяжело, как дорого, помогите. Несколько серий про одну кошечку. А тут сразу штук 25 или 30. Сколько сил, средств, лекарств, времени, заботы, стерилизации мамок, вакцинаций пережито. И это огромная статья расходов за кадром. Я хотела просить вашей помощи, но держались до последнего. В Новый год еще сломался радиатор, как раз в морозы. Срочно пришлось покупать новый. Ну, такая красота у нас получилась. Правда, все повесили обогреватель, все на удлинителях. Ну, во всяком случае, тепло и свет есть. Вот так обычно спасают стахановцы, молча и сразу всех. А лечить и кормить она рассчитывала на свою честно отработанную зарплату за передержки собак. Пашет по полной, которую мы должны были оплачивать. А оплачивать нечем, все сборы только на собачий корм. Собак много, 100. И на корм всегда только хватает впритык. И не получается ей выкроить хоть частицу зарплаты, чтобы на эти деньги лечить и кормить этих несчастных около 3 десятков кошек. Помогайте оплачивать передержки собак. Все ваши деньги идут только на собак, и даже зарплата тружеников идет также на лечение и корм спасенных кошек и собак, на электричество и отопление тех же животных. И опять надо покупать корм всем этим животным. Пожалуйста, помогайте.